Очередная конференция Коми народа прошла и в Ухте. Там местные активисты тоже обсудили проблемы пригородных поселков, но не смогли обойти и тему качества здравоохранения. Константин Куратов наблюдал за ходом работы. С селом и сельчанами глава Ухты Роман Мельник знаком не понаслышке. В приветственном слове председатель совета решил отступить от официоза. Мне первые свои дни пребывания в Ухтырском районе приходилось быть в деревнях. Настолько это было тепло и настолько это было приятно, что всегда, как говорится, у нас была жизнь тяжелая, боровиков. Накормили, напоили, обогрели в бане, это всегда запомнилось. Для Игоря Михеля нынешняя конференция уже вторая в должности ухтинского градоначальника. Одна из проблем, поднятая год назад, вероятность строительства ПЗРО. Этот год не прошел даром, и благодаря, в первую очередь, инициативе общественности, благодаря уже работе совместной и муниципалитета, и общественников, и работе, в которую мы сумели вовлечь руководство республики, уже под руководством руководителя республики, главы республики Газера Вячеслава Михайловича, рабочая группа по проблеме ПЗРО на территории МОГУ-Ухта, четко и однозначно заявляет: никаких пунктов захоронения радиоактивных отходов, никаких могильников, никаких завозов сюда радиоактивных материалов, никогда у нас этого не будет. Отметил ухтинский мэр и особую активность Коми в культурной сфере. Практически на каждом мероприятии так или иначе представлены национальные номера. В благодарность Центру Коми культуры Игорь Михель вручил сертификат на 25 тысяч рублей. В ходе работы конференции обсудили итоги минувшего года. Активисты Коми Войтер, как обычно, провели десятки мероприятий. По итогам прошлой конференции составили несколько обращений в администрацию города и в адрес правительства Коми. Так, например, просили штрафовать подрядчиков за ненадлежащее качество грунтовки сетью Кемдин, наладить авиасообщение между Ухтой, Косланом и Усть-Цильмой, а также обеспечить дополнительные телефонные точки в деревне Паромис. Вопросы нынешней конференции, как оказалось, во многом переплетаются между собой. Отсутствие детплощадок, спортплощадок, физкультурного зала при школе в Кедве и Кемдине. Тоже проблема, связанная со здоровьем, с проведением досуга, с оздоровлением населения. Впервые за несколько лет Ухта выходит из демографической ямы, говорит начальник межтерриториального отдела организации здравоохранения. Но добавляет, проблем в отрасли еще хватает. Одна из главных – дефицит кадров. 2 сельских ФАПа не укомплектованы специалистами. Приемы там ведут сотрудники медицинских учреждений из других поселков. Регулярно по селам и деревням ездят и работники городских больниц. В целях повышения доступности медицинской помощи для сельского населения лечебными учреждениями проводится выездная работа. Она проводится по утвержденному графику в медицинском учреждении, и этот график доводится до руководителя поселка. И все же кадровый вопрос остается в отрасли одним из самых больных. Самая низкая укомплектованность специалистами на станции скорой помощи – всего 16%. Не хватает и узких специалистов. По словам Светланы Шинкаренко, решить проблему могла бы система распределения на государственном уровне. А пока даже компенсации на аренду жилья не слишком привлекают молодых врачей. Как выяснилось, на здоровье влияют даже дороги. 40 непроезжих километров трассы Ухта-Троицко-Печорск, по словам делегатов, зачастую становятся непреодолимой преградой при необходимости госпитализации больного. По итогам конференции Ухтинское отделение Коми Войтер сформулировало рекомендации президиума. Решением обозначенных в резолюции проблем активисты и намерены заниматься в следующем году. Константин Куратов, Александр Думбурович, Павел Щеглов, телеканал Юрган, Ухта.